Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня понедельник, 25 ноября. И вы смотрите программу «Новый день» на канале НВК Саха и Якутия-24. Да. В Вооруженных силах Российской Федерации 25 ноября отмечается новый праздник – День российского военного миротворца, установленный указом президента Российской Федерации в августе 2016 года. В качестве даты празднования 25 ноября выбрано в честь того, что в этот день в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке принимали участие группа советских военнослужащих. Ну а также сегодня, 25 ноября, отмечается День против насилия. Женщины-активистки, начиная с 1981 года и при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН, отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он предложил правительствам, международным организациям обратить внимание на эту проблему и поддержать женщин. В этот день ЮНЕСКО объявила якутский народный эпос шедевром устного и нематериального наследия человечества. Олонхо является древнейшим эпическим искусством якутов. Он занимает центральное место в якутском фольклоре. Олонхо называют как весь эпос, так и его отдельные части. Песни длиной от 10 слов до 40 тысяч. Представьте себе. Самые длинные песни Олонхо по преданию сказителя Олонхо-Сута исполняют без перерыва 7 дней и 7 ночей. Для якутов Олонхо всегда было не только развлечением, но и способом познания мира. Ну и, наверное, способом единения возле камелька. Да. Кстати говоря, по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62 вы можете поздравить или передать привет своим знакомым, близким и друзьям. Ну или напишите нам, какой любимый герой из эпоса у вас. Кстати, да. А так, сейчас давайте перейдем на погоду. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра минус 23, минус 27, днем минус 22, минус 25, в Заречных минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30, в Южных минус 26, днем минус 24, минус 25, в Вилюйских Улусах минус 27, минус 38, днем минус 27, минус 28, Нижнеленских минус 30, минус 38, днем минус 31, 35, в Западных минус 24, минус 37, днем минус 22, минус 30, в Колымо-Индигирских минус 11, минус 22 и минус 7, минус 20. Там сегодня, да, погода лучше всего. В Янских Улусах минус 18, минус 26, днем минус 18, минус 23, на северо-западе минус 26, минус 43, днем минус 24, минус 38. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 36 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 23, минус 31 градусов. Ну и хочется напомнить вам, друзья, что компания НВК Саха совместно с Новым днем собирает фронтовые письма ваших родственников и дедов, которые отправлялись вам в 41-45 года. Мы готовим специальный проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, так что отправляйте нам на почту utro.nvk@mail.ru, либо приносите прямо в редакцию. Но мы продолжаем, наверное, да, Максим? Да. Хочется напомнить, что на основании указа главы Якутии Айсына Николаева при рождении или усыновлении первого ребенка жители Якутии имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 33 812 рублей. Данная мера социальной поддержки направлена на улучшение демографической ситуации в республике. Давайте посмотрим следующий сюжет. С мая этого года указом главы Республики Саха-Якутия внедрены новые услуги в поддержку семей с детьми. Так, внедрена новая услуга «Единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка». Выплата полагается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Саха-Якутия, вне зависимости от доходов, возраста и семейного положения гражданина, в случае, если у них родился ребенок с 1 января 2019 года. Размер выплаты составляет 33 812 рублей. Для оформления услуги необходимо предоставить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении, родовый сертификат и реквизиты лицевого счета.
Право на единовременную денежную выплату имеет женщина, родившая или усыновившая первого ребенка. Необходимо обязательное наличие прописки на территории Республики Саха-Якутия в течение 3 лет. Услуга предоставляется во всех офисах Центра «Мои документы», а также можно подать заявление через Управление социальной защиты населения и труда или подать электронное заявление через региональный портал государственных услуг Е-Якутия. В данное время осуществляется практика приема заявлений непосредственно в перинатальном центре. Специалисты МФЦ осуществляют прием и консультирование документов с одновременным оформлением свидетельства о рождении. Еще раз доброе утро. Женя, у меня к тебе вопрос. Какой у тебя уровень знаний школьной программы? Я давно не проверяла, но что-то, наверное, помню. Ну, вот, допустим, есть такой вопрос, каких животных любил сбрасывать с крыши Иван Грозный, ты знаешь? Максим, ты серьезно? Я слышала, что он сбрасывал только бояр. Пытаешься меня подловить, видимо. Хорошо, тогда я тебя тоже попытаюсь подловить. Сколько часовых поясов в Якутии? Часовых поясов? Ну, я знаю ответ. А еще на эти и на другие вопросы отвечали наши граждане. Давайте узнаем, как они отвечали и какой ответ правильный. 6. На 5 лет. На 5 лет. На 4 года. На 5. На 4. 4. 4. 4. 4 года. 4. При какой температуре в горах выше 1000 метров закипит вода? 90, 100 или 110? 100. 110. 110. 100. 110. 110, наверное. 90. Ну, предположим, 90. 90. Найдите значение выражения 6 умноженное на 11 минус 17 деленное на 0. 0. Плюс 96, да. 12. 49. 66. На 0 не делится. Ну, на 0 делить нельзя. Решения нет. Сколько часовых поясов в Якутии? 1, 2 или 3? 2. 2. 1. 2. 2. Так, 2. По-моему, 3. 3. 3. 3. Чем известен Чарльз Дарвин? Машину сделал. Изобрел паровоз. Изобретение телефона, наверное. Происхождение видов. Изобретение телефона, наверное. Эволюция. Теория эволюции. Эволюция человека. Теория эволюции. Ну, а Иван Грозный любил сбрасывать кошек. Знаете, почему он проверял? Правда ли они всегда падают на лапы? Да, это именно так. А у нас полезная информация. Россияне с 2020 года смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021 году станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в Центре занятости. Такие возможности даст суперсервис «Трудовые отношения онлайн». Его прототип вместе с прототипом еще 4 новых суперсервисов на портале госуслуг представил Минкомсвязь. Что касается суперсервиса «Трудовые отношения онлайн», он поможет найти работу, например, предложит подборку вакансий, соответствующей квалификации и опыту пользователя, и составить резюме. Документ об образовании, электронную трудовую книжку пользователь сможет хранить в своем профиле на портале госуслуг, а оттуда легко отправлять будущему работодателю. При устройстве на работу будет доступна функция заключения договора в электронной форме. Уволиться же по собственному желанию, встать на учет в Центре занятости и оформить пособие также можно будет дистанционно, отправив заявление онлайн. Суперсервисы вводят к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Прототипы суперсервисов размещаются в открытом доступе на портале госуслуг, чтобы граждане могли их оценить и высказать свое замечание. Страницу суперсервисов на портале госуслуг посетило уже около 500 000 человек. Более 95% одобрили идею суперсервисов и отметили, что с ними получение госуслуг станет проще.
Ну, у нас такая тема, да, по поводу трудоустройства. И, наверное, логичнее будет сейчас уже назвать, какие вакансии сейчас актуальны. Так что, если вы в поисках работы, внимание на экран. Требуется агент по закупкам, специалист по закупкам. Якутский научный центр, Сибирское отделение Российской академии наук, высшее образование, опыт работы по специальности не менее 2 лет. Зарплата 40 тысяч рублей. Агент по закупкам, специалист отдела закупок теплоэнергосервис. Высшее образование, опыт работы от 2 лет в сфере закупок. Знание процессов закупки по федеральному закону 223, зарплата 40 тысяч рублей. Страховой агент, требуется страховой агент ООО «Капитал МС», филиал в Республике Саха-Якутия. Требования: высшее образование, медицинское, без требований к стажу, прием по собеседованию, использование. Зарплата 46 322 рубля. Вот так, друзья, я думаю, что кто-то из вас нашел себе работу в будущем. Но мы продолжаем. Слава пришла к этому художнику не сразу. Айвазовский не брал его в ученики. Академия художников даже не принимала вольнослушателей. Однако он стал одним из самых известных художников эпохи. Его полотна покупали коллекционеры и даже члены императорской семьи. На выставке к нему выстраивалась очередь. Вы знаете, кто это такой? Что ж, это Архип Куинджи. И наша рубрика «Муза и музей». Архип Иванович Куинджи. Необычайный мастер, живописец второй половины XIX века. Его называли художником света, и неспроста. Виной тому его такая невероятная передача тонких световых потоков. Художник Рамской говорил, что до Куинджи никто не знал, какие цвета дополняют и усиливают друг друга. Именно Куинджи был таким новатором в цвете и свете. У него была очень крепкая дружба с химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Конечно, у них были разговоры о том, может быть, какие-то химические элементы надо соединять с краской, чтобы добиваться такого эффекта в живописи. И Архип Иванович, он был экспериментатором, он был самородком в этом деле. Он добивался света в своих красках, он сам смешивал их и искал такой прием, чтобы они были долговечны. Менделеев познакомил его с кругом ученых и познакомил его с физиком, выдающимся Федором Петрушевским, который тоже занимался разработкой живописных эффектов. Ему это тоже было интересно. И у него в университете был такой специальный прибор чувствительности глаза к живописным эффектам. И вот собирались во дворе художники-передвижники и устраивали такие показы, у кого какая картина и у кого как глаз реагирует на цвет в картине. И, конечно же, самым первым был Архип Иванович Куинджи. А у других художников, ну, как писали, до смеха были очень груба чувствительность. В этом весь Архип Иванович. Вот его такой южный темперамент, его детская такая насмотренность югом, да, его жизнерадостность. Вообще его кредо — это показать радость жизни в своих картинах. И сейчас мы можем смотреть на эти картины, любоваться природой, радоваться жизни и, наверное, даже умиротворяться. И любоваться, конечно же, именно в его картинах свечением или лунным, или солнечным. Люди часто занимаются поиском самого себя в этом мире. Но для того, чтобы найти себя, нужно быть внимательным к своему внутреннему голосу, считают психологи. А внутренний голос мы слышим, когда находимся в тишине.
Вообще люди сейчас очень озабочены вопросом, как найти себя, как найти свое призвание, кто я, да. Это зависит и от возраста. Чаще, конечно, такие вопросы задают люди среднего возраста, но в моей практике встречаются люди и помоложе. Тоже приходят и говорят: вот я работаю, у меня работа хорошая, стабильная заработная плата, но как будто что-то не то. Есть ощущение, как будто я занимаюсь чем-то не своим. И вот как понять, кто я, да, и что мне надо. Вот. И на самом-то деле, вот, когда человек думает, что внутри него есть какое-то такое семечко с названием «я», да, это на самом-то деле ловушка мышления. Нету вот такого истинного «я», понятия истинного. Это раньше вот в ранней психологии, когда зарождалась, раньше так специалисты думали, что есть истинное «я», но на самом-то деле сейчас как бы есть такая точка зрения о том, что «я», оно все время конструируется человеком. Вот. И наше «я», оно множественно. То есть мы можем определять себя через разные социальные роли. Например, я не только психолог, да, но я и женщина, я мать, и я жена, там, я преподаватель. Ну вот такие роли. Плюс к этому могут быть наше «я» еще содержится через «я» реальное, да, то есть какой я себя считаю, каким я себя представляю человеком, и еще образ может быть идеальным, какой я хочу быть, да. И, конечно же, вот это вот образ идеального «я», оно очень сильно влияет на то, как мы себя представляем. А влияние вот сейчас социальных сетей, когда мы наблюдаем днями, ночами жизнь других блогеров, жизнь интересных людей, и мы хотим, присваиваем их жизнь к себе, или мы присваиваем их желания, мы тоже хотим такое. Как только там блогер покупает себе что-то, мы сразу бежим туда и себе тоже приносим в дом, но счастья от этого больше не становится, да? И, скорее всего, это вопрос о том, что нужно быть внимательным к своему внутреннему голосу. А внутренний голос мы можем услышать только тогда, когда мы остаемся в тишине. Сейчас вот эта тишина, уединение — это роскошь. Да, сейчас в основном мы находимся в обществе. Если не в обществе, то мы находимся с телефоном. Вот. И поэтому, если вы хотите найти себя и определить свои истинные желания, да, определить свой жизненный путь, то я рекомендую вот именно сделать такой, уединиться и поговорить сам с собой. Ну что ж, друзья, вы смотрите программу «Новый день», и мы продолжаем. У нас сегодня интересные гости. Они расскажут нам о региональном чемпионате WorldSkills. Итак, у нас в гостях Ольга Кондакова, мастер производственного обучения по специальности повар-кондитер, эксперт с правом проведения региональных чемпионатов по компетенции поварское дело. Доброе утро, Оля. Здравствуйте. И Александр Дегтярев, директор Института развития профессионального образования. Доброе утро. Доброе утро. Хотя Итак, некоторые расскажите... говорят, что понедельник день тяжелый. Неправда, не верьте. Как скорее сам всего, конечно. Это да. Как ты сам к этому относишься? Итак, расскажите этапы и истории WorldSkills. Что за чемпионат такой? Да, международное движение WorldSkill или чемпионат рабочих профессий был основан в 1953 году. Так давно. Российская Федерация вошла в это движение в 2012 году. А Якутия присоединилась уже в 2013 году. И с тех пор проводятся чемпионаты республики. Ну, прогрессия очень быстро, видишь? Да, ну мы стараемся. Как у нас в Якутии проходит? То есть какие этапы? Как устроено? Да, вообще вот в Якутии, если о Якутии говорить, значит, начиная с сегодняшнего дня и до 7 декабря будет проводиться очередной чемпионат. Этот чемпионат охватит 12 муниципальных образований. Если посмотреть на север, это Черский, юг – это Нирингри, восток – это Хандага и запад – это Мирный. А также города Якутск, Алдан, Алекминск, Чурапча, Майя,
Намце, Нижний Бестях, Хатасы, Жатай. Большая То география. есть вся республика будет охвачена вот этим чемпионатом. Оля, вы представляете Жатайский техникум. У вас на вашей базе как будет проходить? На нашей базе проходит региональный чемпионат по компетенции «Поварское дело». Сегодня стартует линеечка юниоров. День С-2 – это брифинг с экспертами, открытие в 10:00, вручение раздаточного материала участникам соревнования. В общем, по линейке юниоров у нас 5 участников. Юниоры – это какой возраст? Это возраст от 14 до 16 лет. Совсем Это школьники. да. И они у нас уже, как молодые профессионалы, тоже борются на той же самой площадке с такими же условиями. И, в общем, потом у нас завтра будет день С-1, обучение участников. И потом мы приступаем 27 числа на соревновательные дни. У меня вопрос. Интересно, да, С-. Как соревнуются по поварскому делу? Мне что, выдают, ну, такие у меня представления, поварешку, кастрюлю и вперед? Или какие требования? Что делают ребята? В общем, площадка у нас застроена после национального финала, формирует инфраструктурный лист. Полностью по инфраструктурному листу у нас оборудовано 5 боксов. Идентичное все оборудование, инструментарий, инвентарь. Участники могут в тулбоксе с собой привезти то, что им необходимо, А какие-то стоит ли какой-то вырубки. главный повар, который проверяет? Или что это? Нет, у нас работают на площадке эксперты, Вот, Ольга которые эксперт. являются компатриотами. Я в лице главного эксперта, который следит за работой компатриотов, экспертной группы, чтобы оценивание производилось у нас правильно, четко. Разработаны особые критерии, по которым выставляются баллы. Бинарная оценка «да», «нет» и дискретная от 0 до 3. Хорошо, а конкретно что ребята будут делать? Что будут готовить? Юниоры в первый день у нас после старта выполняют нарезку. За 15 минут они должны уложиться из черного ящика из 5 видов Не нарезки. знают, что будут резать. Знают морковь. Овощ, морковь. Черный ящик, 5 видов нарезки. За 30 минут мы открываем черный ящик, говорим, какой вид нарезки. За 15 минут они должны выполнить этот вид нарезки и приступить ко 2-му и 3-му модулю. Александр, то у есть меня идеально, вопрос. я так думаю, должны сделать, да? Какие вообще участники будут и какие компетенции? Но всего компетенций будет 128. 128 видов 128. рабочих специальностей, Да. правильно? И, значит, из них вот юниоры 52, молодые профессионалы 69 и навыки мудрых, есть у нас такой 50+, значит, 7 компетенций. 7 профессий, Да, да? да. И получается, что вот из 128, значит, 9 компетенций после того, как чемпионат завершится, будет сформирована сборная республики. По 9 компетенциям. По 128, по 128. но из 128, значит, там у нас есть такая категория, как региональная. А региональные, те, кто победил, значит, они дальше никуда не поедут. Это региональные. А те, кто, значит, победит в других номинациях, они, значит, поедут уже дальше на отборочные соревнования. Я так понимаю, они едут на Россию, да? На отборочные На соревнования. отборочные А отборочные российские. соревнования, вот 9 компетенций из них будет проходить у нас, а все остальные будут проходить по регионам Российской Федерации. Когда будет следующий этап у нас, получается? Это будет, значит, в марте-апреле, а наш вот этап, который будет, значит, это с 10 по 20 апреля 2020 У года. вас работа как будто не прекращается, да? И получается, что победители вот отборочных соревнований, они уже будут принимать участие в финале, который будет проходить в городе Новокузнецке в июле 2020 года. Ну, это круто. Я понимаю, что если кто-то победит на России, он едет на международные Да. соревнования. Это, да, он Нет, я едет понимаю, на конечно, что за рубежом конкурс, чемпионат существует уже 66 лет, и, возможно, трудно туда пробиться. Но у нас с Якутии кто-то выходил на Россию, возможно? Нет, ну на Россию-то выходили, а вот на международный тоже принимали участие, но единицы, но пока призовых мест как таковых нет. Ну, по опыту прошлого года, сколько детей у нас или людей, скажем так, может, старшего возраста, выступали по России? По России, но я могу сказать по Якутии. По Якутии это навыки мудрых. Но у нас более 30 участников вот, по 7 компетенциям. Ну, это компетенции разные.
начиная как управление бульдозером и, значит, оленевод механизатор, ну и так далее. Вот То есть такие. это все те рабочие профессии, все те золотые руки, которые, скажем, не просиживают в офисе, а делают конкретное дело. Максим, вот хочу очень спросить у наших гостей, главная идея этого чемпионата в чем? Но главная идея этого чемпионата, значит, подготовка высококвалифицированных рабочих кадров международного стандарта. Ну, а это, значит, комплексная работа. Во-первых, значит, инфраструктуру надо подводить, значит, совершенное современное оборудование, значит, кадры, которые будут их учить, значит, и, естественно, те программы, по которым они будут учиться, тоже необходимо подводить под мировые стандарты. Ольга, ну вот Александр говорит про оборудование. Для проведения по поварскому делу соревнований, что вам предоставили, что у вас появилось на базе? Ну, нам перешло очень много оборудования, 5 рабочих мест скомплектованных, но каждый год в инфраструктурный лист что-то входит. Допустим, дополнительно, да, даже прописывают рекомендуемое оборудование, которое может закупить организатор. Ну, там очень много всего нового. Так что, ну, мы пока делаем площадку такую, ну, именно по инфраструктурному, что мы можем Кто приобрести. финансирует вот эти приобретения? Ну, конечно, у нас наш техникум в этом году мы хорошо вложились, приобрели новые холодильники до такого объема, который требуется, докупили то оборудование, которое необходимо, еще дополнительно на общую инфраструктуру площадки. В общем, всеми силами мы это все выполнили. Ну, я думаю, и федералы тоже поддерживают. Ну, я могу добавить, сказать, что вот, да, конечно, и федеральные средства. Также вот могу привести пример, значит, если инфраструктурный лист требует, значит, какого-то современного оборудования, иногда, значит, на площадках такого оборудования не бывает. Вот, например, мы с Алдана спортив, мы, значит, повезли сварочное оборудование в город Мирный для того, чтобы там провести Именно вот чемпионат. какой-то специальный сварочный аппарат. Да, Мне это вот такой интересно. сварочный аппарат. Вот, допустим, ребенок, да, скажем так, он выиграл WorldSkills. Какие перспективы у него? Да, Ну, что дает победа? Перспективы, конечно, какие? Значит, во-первых, он набирается опыта. Значит, во-вторых, он уже имеет какое-то направление, значит, для того, чтобы поступить куда-то Определяется дальше. с будущего, да? Значит, выбирает уже себе профессию. Значит, и видит, значит, как вообще необходимо готовиться, к чему стремиться. Ведь WorldSkill – это уровень международный, естественно, поэтому, значит, те, кто прошел это горнило, будем говорить, он как бы намного лучше приспосабливается к жизни. И конкурентоспособнее, я думаю, Естественно. становится. Александр, но помимо вот непосредственных соревнований, какие еще мероприятия в эти дни будут проходить? Но, кроме вот основных соревнований, будут проходить мероприятия деловой программы. Это где-то более 60 мероприятий. Это круглые столы, значит, даже курсы повышения квалификации, семинары и другие мероприятия, в которых будут принимать участие представители органов исполнительной власти, работодатели, учителя, школьники, студенты. Ну, то есть какие-то ориентирующие, какие-то настраивающие. Я думаю, Да. на самом Хотелось бы деле, вот на пожелать всем этих, да, участникам. на этих соревнованиях работодатели ходят и собирают лучших из лучших. Да, хотелось бы всем участникам пожелать очень плодотворных работ. Ну, а мы встретимся на чуть перерыв, попозже. да. Доброе утро, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Новый день». С вами Максим Гоголев. И Евгений Гурулев. Друзья, до Нового года остается сколько? Буквально 36-37 Ну, где-то дней. да. Если вы хотите сделать приятно своим друзьям, знакомым и как-то вот выказать им комплимент в связи с праздниками, вы можете приобрести вот такой милый магнитик Харрисхау на холодильник. Это оберег для здоровья, для счастья. Да. Приобретайте, радуйте их. Ну и, кстати, хотелось бы сказать, какие призы. Там разыгрывается 2 машины Hyundai Да. Solaris. Вы не просто Очень много покупаете суперских магнитик. призов, которые просто вас дико порадуют. Так что, если вы азартный человек, возьмите маленький подарок и выиграйте машину. Да. А сейчас давайте перейдем к новостям нашей республики.
В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Потенциальные инвесторы озвучат предложение по строительству моста через реку Лену уже в декабре этого года. Возводить мост планируют в рамках частной концессионной инициативы. Согласно механизму, инициатором проекта выступает инвестор, а орган власти рассматривает его предложение и принимает решение насчет заключения концессионного соглашения. Как заявил глава региона Айсен Николаев, ряд компаний готовит частную концессионную инициативу, с которой они будут готовы выступить уже в начале декабря. В этом случае рассмотрение этой инициативы в самой Якутии должно быть проведено до середины января. Бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии со следующего года смогут женщины с маленькими детьми на руках. Деньги на это выделит федеральный бюджет, а отправлять мам за парту будут службы занятости. Обучение может длиться до 6 месяцев. Средняя стоимость 46-48 тысяч рублей. Также Минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение всех желающих, достигших возраста 50 лет. Речь идет об обучении в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Программа заработала в том году. Сейчас она предполагает обучение лиц предпенсионного возраста, а именно за 5 лет до выхода на пенсию. С 2020 года под действие программы попадет более широкий круг людей. 554 постановление. Нет, программы принимается. На 5 лет... Технологию меток для защиты экспонатов внедрят в российских музеях. Подобный метод пока внедряют в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском и Пушкинском музеях. Но, по словам вице-премьера России Ольги Голодец, новая технология охватит в перспективе все российские музеи. Проблема усиления мер безопасности в российских музеях стала актуальной после того, как в конце января с выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи «Ай Петри Крым», которая принадлежит фондам Российского музея. Профессионалов своего дела выбирают в Якутии. В столице региона стартовал 8-й региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills. Ежегодно количество компетенций, в которых соревнуются участники, увеличивается. И в этом году их число достигло 128. Впервые в нашем регионе пройдут соревнования в компетенциях цифровой модельер, квантовые технологии и правоохранительная деятельность. Еще одной новинкой чемпионата станет новая возрастная категория «Навыки мудрости», в которой выступят участники старше 50 лет. В этом году у нас в этом отборочном чемпионате уже 128 компетенций, тогда как в прошлом чемпионате у нас было 117 компетенций, а до этого было 60 компетенций. А начинали мы еще в 2015, у нас было всего 10 компетенций. Самые востребованные, можно сказать, на данный момент это и разработка компьютерных игр, кибербезопасность, защита информации, сетевое администрирование. Но между тем Южная Якутия продолжает удивлять своими музыкальными талантами. Старший концертный хор детской музыкальной хоровой школы «Соловушка» выступит на международном конкурсе «Музыка Инсайт» в Риме. Хор будет принимать участие в 2 категориях – академическая, религиозная музыка и фольклор. К слову, «Соловушка» – это единственная хоровая школа на территории Якутии. На прошлой неделе учреждение отметило свой 30-летний юбилей. Достаточно долго мы уже готовимся к участию в этом конкурсе. Мы подбирали программу, чтобы была программа разнообразная и соответствовала требованиям конкурса. Значит, в категории академическая религиозная музыка в нашей программе Мендельсон «Вы не домены», музыка современного композитора Олега Ходовска «Тебе поем» и известный, очень сложный концерт Сергея Рахманинова «В молитвах неусыпающую». А в категории фольклор мы просто поем, можно сказать, венок из русских народных песен. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Следующая тема для разговора – это технологическое предпринимательство. И у нас в гостях Иван Степанов, программный директор пространства коллективной работы «Точка кипения». Доброе утро, Иван. Доброе утро. Как настроение? Проснулись, успели? Отлично, да. Ну что ж, первый вопрос такой.
Что такое технологическое предпринимательство? Это особый вид предпринимательской деятельности, где люди, которые занимаются этим видом деятельности, они создают нечто новое в виде технологий. Либо внедряют, либо там апробируют, либо делают трансфер. Да? Ну и в целом, конечно, на этом люди зарабатывают. Как Ну, любой естественно, предпринимательство. современный предприниматель. Вот. Ну, я бы так сказал, вкратце. Хорошо, я знаю, что есть некое направление или движение, или проект стартап-экспедиции в рамках этого всего. О чем он? Есть. Ну, в Якутии, на самом деле, последние вот годы очень много таких активностей в сфере технологического предпринимательства, да, стартапов. И Институты развития, да и республика в целом реализует ряд программ, направленных на популяризацию такого вида предпринимательской деятельности. И стартап-экспедиция является одним из таковых проектов нашей республики. И стартап-экспедиция – это такой уникальный для Дальнего Востока, наверное, проект, инициированный нашей республикой, правительством и при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации, а также ряда федеральных институтов развития, Сколково, например, да, Фонда развития инноваций нашей республики, там, венчурная компания «Технопарк Якутия» проводят данную экспедицию, которая проходит уже с начала октября месяца. И по 11 регионам наши коллеги ездят, прокачивают, скажем так, другие регионы, да, из Якутии. Делятся опытом, обучают. Делятся опытом. Ну и самое главное, делать так, чтобы появилась новая экономика, основанная на предпринимательстве, на инновационном предпринимательстве. И чтобы там стартаперы и инноваторы получили поддержку как на уровне Дальнего Востока, так и российском уровне. И это на самом деле большущий вклад всех тех людей, которые в Якутии очень много уже сделали и делают в сфере технологий и инноваций. Какие технологические стартапы у нас уже существуют? Что у нас в Якутии реализовано или в процессе? Их очень много на самом деле. Да? Кажется, что технологии, создавать технологии тяжело, но есть такие люди, ребята, у которых бьется сердце и столько энергии, чтобы создавать нечто с нуля и становиться похожими на тех мировых технологических личностей, например, Стив Джобс, Илон Маск, да и в России таких много, да, имен. Эти ребята создают разные проекты, например, Ну вот мы сейчас на экране видим, это что, рука Терминатора? Ну не совсем рука Терминатора, но это то, что решает проблему социальную, то есть любой технологический стартап, он решает проблему, как и бизнес. Вот. И ребята, как видите, они создают разные технологии. Здесь уже человек не совсем молодой, но тем не менее он создает датчики для того, чтобы следить за животными, оленями, допустим, на севере. Биотехнологическое направление, там тоже отдельно есть очень много стартаперов. Да? Вот лаборатория из технопарка Якутия видна. Ребята делают ведро, промышленный робот, который чистит большие площади. Да, кстати, да. Да, недавно ребята... Аналог робопылесоса домашнего, да, я так понимаю? Да, но только в условиях, например, аэропорта, ЖД вокзала, вот как вы видите, это как раз нужная вещь. точка кипения. Ну, и нужно сказать и отметить то, что наши ребята на федеральном уровне действительно показывают высокие результаты. И сейчас некий такой период, когда Якутия везде становится лидером, и прям есть звезды. Да? Много, на самом деле, можно говорить о таких технологических проектах. Некоторые я озвучил. И в IT-сфере, конечно же. IT – это информационные технологии. Ну, тут мы, по-моему, совсем очень даже хороши, я бы сказала. Да, действительно. Например, книга Арсена Томского, да, как он попал в Кремниевую долину, занимаясь своим интереснейшим таким проектом «Индрайвер». Читала, да? Я еще нет. Я слышала, все говорят. Я знаю, я сам не начал читать, доканчиваю другую книгу. И люди, которые уже начали читать, прочитали, они воодушевлены. Прям, это не реклама, просто мы рекомендуем на самом деле. Это книга для самомотивации, да? В том числе. У меня еще вопрос, чем занимаются технологические стартаперы в точке кипения? Да, конкретно на месте. О точке кипения, в принципе, люди уже начинают знать, и очень много людей
посетило, там тысячи и тысячи людей проходит, ну, прошло за 1 год существования, в том числе технологические предприниматели и просто предприниматели, которые хотели бы узнать больше о технологиях. Конечно, наша площадка не дает конкретных оборудований, там, не дает финансирования, но тем не менее мы создаем очень важные такие, скажем, условия, да, социальные условия, благоприятные, там, такую среду для того, чтобы те люди, которые ищут финансирование, те люди, которые ищут себе единомышленников, партнеров, они могли их найти. И вообще по России у нас же сеть точек кипения. Мы изначально создавались, да, действительно для того, чтобы помогать технологическим предпринимателям. И мы являемся, вот точки кипения являемся частью очень большой такой важной программы для государства, для общества, которая называется «Национальная технологическая инициатива». Поэтому у нас на самом деле есть специфика у точки кипения. И есть те компании молодые, которые уже себя проявили и пользуются пространством, пользуются всеми благами, которые там есть, о которых я назвал, и не только этими, да. Это, например, новая компания DART. Это нечто такое, что связано с искусственным интеллектом и направлено на выявление разных болезней, да, на ранней стадии. Потом компания есть Бунтар Лайф, который тоже вот в соцсетях, если смотрят Надо люди, посмотреть. да, они прям в последнее вот время прям производят фурор, можно сказать. Вот, ребята молодцы. Да, и мы в точке пения реально работаем над тем, чтобы технологические предприниматели стали Двигали успешными. прогресс? Двигали прогресс и вносили Хорошо. нечто новое. Когда будут полностью автопилотные машины? Я ужасный водитель. Это очень хороший вопрос, и я считаю, что в 2035 году они точно будут летать, и по миру сейчас они опробируются и создаются. Ну что ж, Спасибо, а мы подождем. переходим на перерыв. Понедельник, 25 ноября, вы смотрите программу «Новый день». Отличного дня вам, ребята. Да. И у нас пришел смс по WhatsApp. Доброе утро. Сколько стоит харысхал? Харысхал стоит 500 рублей. Вы можете его купить в Якутске, в нашем офисе по Орджоникидзе 48. Да, и можете выиграть машину. Да. Давайте перейдем к сюжету. В Государственном академическом русском театре имени Александра Сергеевича Пушкина Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов провел вечер-встречу в рамках Декады инвалидов Республики Саха-Якутия. Вечер посвящен 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, году консолидации в республике и Декаде инвалидов. Давайте посмотрим. На вечере собрались социальные партнеры, выпускники, родители, жильцы домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учащиеся коррекционных школ-интернатов, реабилитационных центров. Многочисленных гостей радужно встречали у входа сотрудники и студенты-волонтеры. С удовольствием и с гордостью показывали великолепную выставку творчества. Студенты предлагали мучные изделия собственного приготовления. В холле царила атмосфера праздника, играла живая музыка. Конечно же, проводятся такие вот творческие вечера для привлечения внимания и для того, чтобы люди знали, куда обращаться, и как получить профессию, которая поможет им в дальнейшем жизни. В зале присутствовал почетный гость, ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Харитонов Платон Иванович, который долгое время работал в техникуме. Заместитель министра под бурные овации поздравил дорогого ветерана от имени министерства и вручил цветы и подарок. Я учился на механика, хорошо учился, оставили меня в училище. Министерство сельского хозяйства было, одна училище механизации, это в республике. Зрители с особым восхищением встретили именитых параспортсменов, чемпионов мира, России, выпускников техникума, которые обучались в этом учреждении, занимались адаптивной физической культурой и, участвуя в различных спортивных мероприятиях международного и российского уровня, достигали побед. Вот я второй год уже участвую в научно-практической конференции «Шаг в будущее». И второй год занимаю первое место. Год обучения. Мне Петр Николаевич Давыдов, тренер, он сказал, ты будешь участвовать в Дети Азии. Дети Азии? Да. По какому виду?
Пауэрлифтинг. И на Детьязе я как бы 2-е место заняла. Ребятам я хотел бы пожелать хорошей учебы и тоже нашли свой путь в этой жизни и всем заниматься спортом, здоровый образ жизни поддерживать. Вот так, хорошее пожелание. Я желала бы, чтобы такое внимание, такая помощь, такие мероприятия организовывались в течение года календарного. И они подытаживались именно в эти декабрьские предновогодние дни. Они нуждаются в помощи и, главное, вниманию. Много теплых воспоминаний, слов искренней благодарности звучали в этот вечер со сцены в адрес сотрудников замечательного техникума. Единственного в своем роде социального образовательного учреждения в Республике для молодых инвалидов. Максим Гоголев, Андрей Секритов, «Новый день». Да, это был, собственно, я. Дорогой телезритель, минуточку внимания, погода. Погода. Итак, в 6 часов утра в центральных улусах минус 27, минус 23. Днем ожидается минус 25, минус 22. В заречных утром минус 33, минус 23. Днем минус 22, минус 30. В южных минус 26. Днем минус 24, минус 25. В Вилюйской группе улусов утром минус 27, минус 38. Днем 27, 28. В Нижнеленских утром минус 30, 38. Днем 31, 35 ниже 0. В западных улусах утром минус 24, минус 37 было. Днем ожидается минус 22, минус 30. В Колымо-Индигирских утром минус 11, минус 22. Днем минус 7, минус 20. Самая теплая температура. В Янской группе улусах утром минус 18, 26. Днем 18, 23 ниже 0. На северо-западе утром минус 26, минус 43. Днем 24, 38. В городе Якутске в 6 часов утра температура минус 36 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 29, минус 31. Рождественские образовательные чтения посвятили очень волнительной теме – юбилейному году для Победы. Вместе со своими педагогами ребятишки разучили песни и танцы, посвященные этому великому дню. Юбилейный год Победы готовится встретить самое юное поколение литвинчан. В рамках 7-х рождественских чтений в одном из детских садов прошел музыкальный фестиваль «Мы наследники Победы». Детям это очень интересно. Дети маленькие, как губки, они воспринимают это все очень легко, очень близко к сердцу. Они переживают, они стараются показать свои чувства через восприятие песен, прочтение каких-то художественных произведений. Военные песни, форма, а самое главное, вместе с этим живая история. Ведь именно эти песни пели наши прадедушки. Все наезжаются военные, поют песню по войну, по дедушка, разные песни. 7 садов заявили свое участие на фестивале. Каждый сам определял, какое произведение прозвучит и как его преподнесут. Взрослые и сами волнуются. Тема для старшего поколения очень близка. Это не просто песня, а мы даем своим предкам, которые воевали, свои гордимся. Свою гордость. Да, у меня дедушка ветеран войны, он полный кавалер Ордена Славы. И в нашей семье День Победы – это уже большой праздник. Очень волнительно. Еле справляешься с эмоциями. Обязательно нужны, это просто необходимо, чтобы все помнили про эту Великую Отечественную войну. Начиная с малых лет и, соответственно, дальше передавали все поколения. Но и малыши, несмотря на столь юный возраст, отчетливо понимают, что такое победа. Других стран хотели нашу землей завоевать, а эти, А мы, да? Да, а мы... И у нас тема «Советы юриста» по детскому пособию. И у нас в гостях Александра Копцева, юрист. Доброе утро. Доброе утро. На какие выплаты может рассчитывать молодая семья в связи с рождением ребенка?
Ну, во-первых, это, конечно, пособие по беременности и родам, так называемые декретные выплаты. Их всего 4 вида. Первое – это пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности до 12 недель, примерно 1000 рублей. Полагается в основном работающим женщинам. Во-вторых, это пособие по беременности и родам, так называемые родовые выплаты. Это примерно 4 зарплаты для работающих женщин. То есть, если женщина работает, то ей платят 140 дней, 70 дней после родов и 70 дней до родов. Примерно это 4 зарплаты. Третий вид пособия декретного – это единовременное пособие при рождении ребенка, примерно 23-24 тысячи рублей. Его получают все, даже безработные. И пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих женщин примерно 40% от средней зарплаты за последние 2 года. И для безработных минималка соцзащиты. Я особо хочу подчеркнуть, что безработные тоже имеют право оформить такое пособие. Они оформляют последние 2 из 4. Они оформляют единовременное пособие при рождении ребенка около 24 тысяч, независимо от того, малоимущий, нет, какой ребенок по счету, и получают по уходу минималку в соцзащите. Размер минимального сколько? Минималка примерно 6,5 тысяч на первого ребенка и от 9 тысяч на второго и третьего последующего. Это минималка для всех положена, даже если женщина не работает. Вторые виды выплат – это так называемые не декретные, это обычные выплаты, такие как мат-капитал, путинские пособия. Например, есть мат-капиталы. Мат-капитал бывает федеральный, 453 тысячи на второго ребенка. Есть республиканский мат-капитал на третьего ребенка. Знаете, на третьего ребенка выдают примерно 140 тысяч рублей. И есть также новый вид мат-капитала, региональный республиканский мат-капитал в размере 30% от федерального, то есть примерно 137 тысяч, который выдается на ребенка, на второго, который родился с 2019 года. Это новый вид мат-капитала, появился с 2019 года. Также есть... Да, также есть единовременное пособие для молодых семей, 7 тысяч рублей оформляется в соцзащите, для молодых семей, в которых супругам нет 30 лет и в которых родился первый ребенок в течение 2 лет после регистрации брака. И также есть путинские пособия. Что-то новенькое, по-моему, да? Путинские пособия прогремели уже 2 года как. Все уже знают о них. Это пособие на первого и второго ребенка. На первого ребенка путинское пособие выплачивается из бюджета, а на второго ребенка уже за счет федерального мат-капитала. Это надо учитывать обязательно. Какая же сумма? Не томите. Сумма, один прожиточный минимум, около 17 тысяч рублей. 16 900 примерно такая вот сумма. И это выплачивается малоимущим. Малоимущий считается та семья, в которой средний душевой доход на каждого члена семьи меньше полуторакратного размера прожиточного минимума, то есть меньше 25 тысяч рублей на каждого человека. Это не единовременно. Нет, это ежемесячное пособие. Путинское платится ежемесячно, если первый и второй ребенок родился с 2018 года. То есть с прошлого года оно начало платиться, но только вот именно первому и второму ребенку. Не третьему, не четвертому. Именно тем, кто родился с 1 января 2018, не раньше. То есть 31 декабря 2017 года уже все не пойдет. Итак, сумма и как ее получить? Условия? В соцзащиту обращаться, либо в МФЦ. Кстати, с 2020 года по путинским пособиям есть нововведение. Они продлеваются до 3 лет. Раньше путинские пособия платились до 1,5 лет, теперь до 3 лет. И порог подняли. То есть нужно, чтобы средний душевой доход был не меньше полуторакратного размера, а меньше 2-кратного. То есть сейчас планка чуть повыше, то есть подойдет та семья, которая зарабатывает меньше 34 тысяч на каждого члена семьи. Есть конкретный вопрос. Давайте посчитаем арифметику. Если в семье сейчас работает только отец и получает, допустим, 50 тысяч, а у мамы выплаты до 1,5 лет закончились, и она не работает, продолжает сидеть с ребенком. Доход семьи 50 тысяч. Могут они получить? Да, конечно, могут. 50 делим на 3, там получается меньше... там меньше 34 точно выходит на каждого. Поэтому как минимум с 1 января 2020 года они могут подать на продление путинского пособия от 1,5 до 3 лет. Это продлевается только путинское пособие, но никак не пособие по уходу. Вот это надо понять. Ну, очень просто, на самом деле, как получить, нужно прийти со своими документами в МФЦ, и там все посоветуют. Александра, большое спасибо, что нам рассказали очень важную эту информацию. Ну что ж, мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Я надеюсь, что с нами было очень интересно. Хорошего вам дня. Смотрите «Якутский блог». Всего доброго.